Кремль. Центр России. Цитадель власти. Больше 5 веков эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. Москва, Кремль. Многовековая резиденция русских царей. В новейшей истории России редко кого молва наделяла царским титулом. Однако эту девочку разные люди почти сразу окрестили кремлевской принцессой. Светлана Аллилуева, дочь каторжника и гимназистки, великого диктатора Иосифа Сталина и его жены Надежды Аллилуевой, покончившей жизнь самоубийством. Девочка, для которой домашний адрес так и звучал: Москва, Кремль. В своей жизни Светлана Сталина совершила много странных поступков, о которых спорят до сих пор. Что же двигало этой женщиной, менявшей мужей и место жительства, привязанности и пристрастия? В этом фильме мы попытаемся во всем этом разобраться. Светлана Аллилуева родилась 28 февраля 1926 года в Москве. Правда, тогда у нее была другая, знаменитая фамилия – Сталина. Как известно, дети фамилии не выбирают. Впрочем, как и родителей. Все это можно будет сделать потом. Светлана воспользуется этим правом, но когда и как это произойдет, разговор особый. У Иосифа Сталина она была 3-м ребенком и первой девочкой. Наверняка это было счастливым обстоятельством для Светланы, потому что в будущем ее не ожидало постоянное сравнение с великим отцом. Якову и Василию в этом смысле повезло меньше. Каждый их поступок мерили сталинским эталоном. Яков был сыном от первого брака Сталина, и у Надежды Аллилуевой Светлана была 2-м ребенком. Первым был Василий. Взаимоотношения брата и сестры не были безоблачными даже в детстве, потому что Светлана и в поведении, и в учебе почти всегда была образцом для подражания. А Василий с самого детства был проблемным ребенком. Видел разницу в детях и отец, Иосиф Сталин. Скажешь Ваське: «Васька, прыгай в огонь», он прыгнет, не думая. А ты нет, будешь раздумывать. Дипломатка. Все думает что-то. Никогда сразу и не ответит. Вожди революции очень быстро поняли, как правильно надо жить, и из полуподвальных комнаток перебрались в брошенные дворцы и помещичьи усадьбы. Воспитанием детей, вождей революции, занялись старорежимные гувернантки и дядьки. Был такой дядька и у Василия Сталина. Были гувернантки и у Светланы. И няня у нее была, Александра Андреевна Бычкова. Нашли для Светланы няню изумительную, только так можно сказать. Это была простая русская женщина из русской глубинки, из деревни. Светлана называла ее бабусей. Бабуся нянчила и Светлану, а потом и ее детей, и ее внуков. Я не преувеличу, если я скажу, что это была своего рода няня Марина Родионовна. До революции Александра Андреевна была прислугой у известного московского врача, в доме которого нередко собиралась интеллектуальная элита того времени. Она прекрасно знала русский язык. Артем Сергеев, после смерти отца, известного революционера Артема, был усыновлен Иосифом Сталиным и воспитывался в семье вместе с детьми Сталина Яковом, Василием и Светланой. Она знала массу пословиц, она знала массу мелких происшествий, которые происходили, многих очень забавных происшествий, очень много происшествий, о которых говорили еще в ее деревне, видимо.
Ну и отсюда, конечно, в разговорах все это употреблялось и наложило на Светлану соответствующее впечатление. Отца и мать Светлана видела очень редко. Иосиф Сталин уже тогда был первым лицом государства, а у матери была своя жизнь. Сначала она работала в секретариате Ленина, а позже в секретариате своего мужа, Сталина. Кухня и дом были не для нее. Семью девочки заменяла Александра Андреевна. Пожалуй, лишь отношение к бабусе Светлана не изменила за всю свою жизнь и не предала ее. Правда, уже находясь за границей, оставшись одна, после 4-го замужества, она вскользь бросила фразу о том, что в Америке телевизор воспитал ее 3-го ребенка гораздо лучше, чем полуграмотная старуха, ее саму и 2 ее детей, оставшихся в Союзе, Осю и Катю. Но в остальном Светлана бабусю не сдавала. Более того, в годы чисток, когда угроза ареста нависла и над Александрой Бычковой, кто-то раскопал, что ее муж до революции служил писарем в полиции. Светлана разрыдалась и добилась того, чтобы отец приказал няньку не трогать. Кстати, Александра Андреевна похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом со всеми Аллилуевыми и Сванидзе, недалеко от Чехова и Булгакова. Светлана делит свою жизнь, жизнь своей семьи и даже государства на 2 неравные части – до смерти матери и после. Совсем безоблачными для Светланы были первые 6 лет ее жизни. И хотя мама все время работала, девочка ни секунды не оставалась одна. Хорошие учителя, экономки, домоправительница, бабуся занимались обучением и бытом дочери Сталина. Ребенка все любили, но скучать не давали. И к 6 годам Светлана уже читала и писала не только по-русски, но и по-немецки. Надежда Аллилуева подобрала правильных людей, правильно держала большой дом и вообще была душой этого дома. До смерти матери Светлана наслаждалась золотым детством. Любимая дача в Зубалово, семейные застолья, пикники и гости, веселые родители, папа Сталин и мама Надежда, дедушка Сергей Яковлевич Аллилуев и бабушка Ольга Евгеньевна, родственники, товарищи по партии, шумные, молодые, остроумные. Приезжали дядя Киров и дядя Коля Бухарин, привозившие в Зубалово всякую живность, и хомячка, и лису. Правда, некоторые друзья и родственники вдруг исчезали из жизни Светланы. Тогда Светлана еще не понимала, почему это происходит. В отличие от пропавших, она продолжала наслаждаться жизнью, как и те, кто уцелел, кто не исчез. Продолжали приезжать в Зубалово дядя Ворошилов и дядя Микоян, чьими семейными традициями и стилем жизни в родовом имении всегда восхищалась Светлана. В 1963 году, когда Светлана впервые рассказала о своей жизни, ей исполнилось 37 лет. Позади были 20-й съезд партии и развенчание культа личности отца. Однако в этом уже достаточно зрелом возрасте она никак не оценивает захват чужого имущества новой советской партийной элиты. И лишь через 20 лет в Америке она вдруг осознала, что дачи были чужие, конюшни и кони, на которых так любили ездить Ворошилов и Микоян, содержатся за счет государства. Точка зрения изменилась. Но об изменениях в мировоззрении Светланы Аллилуевой позже. Сейчас же она милый ребенок. Ситанка, как она сама себя называла. Ситанка-хозяйка, как называл ее отец. Гром грянул 7 ноября 1932 года и прогремел непраздничный салют. Утром, держа в руке красный флажок, она впервые в своей жизни стояла рядом с мамой недалеко от трибуны Мавзолея. Папа, как всегда, был там, высоко. Впечатление от парада на Красной площади осталось море, и когда гувернантка попросила детей изложить их на бумаге, Света написала: «Дядя Ворошилов ездил на лошади.
Брат высмеял ее, сказал, что надо писать «Товарищ Ворошилов скакал на коне». К детям зашла мама, она смеялась, услышав эту историю, а потом увела дочь к себе в комнату. Это был один из редких разговоров матери с дочерью. Мать, как всегда строго и долго, внушала Светлане, как себя надо вести, что не надо пить вина. Светлана хорошо запомнила эти слова. Потом детей уложили спать, а родители отправились на квартиру к Ворошилову отмечать праздник. Больше Светлана своей матери не видела. Надежда Аллилуева застрелилась в ночь с 7 на 8 ноября. Ее муж Иосиф Сталин, которого многие потом обвиняли в смерти Надежды, имеет полнейшее алиби. В эту ночь он находился на даче. О смерти матери Светлане долго не решались сказать. После смерти матери я предполагаю, что она длительное время еще не знала. Потому что когда через 4 месяца, где-то с половиной, Светлане исполнялось 7 лет... Артем Сергеев, приемный сын Иосифа Сталина. Это было уже на 2-й квартире, там, в Потешном, в Кремле. Собрались гости, ну, естественно, приносили подарки, там, куклы приносили, еще всякие, не хочу сказать мелочи, а то, что можно дарить ребенку, которому исполняется 7 лет. И тогда Светлана спросила, а что мне мама прислала из Германии? Детская память – штука не очень верная. События в ней остаются, а даты могут перепутаться. Сегодня трудно докопаться до истины, потому что многих участников событий уже нет в живых, а тех, кто еще жив, память часто подводит. День похорон матери Светлана описывает как участница событий. Она помнит, как ее и Василия привезли прощаться с мамой, как ей стало вдруг страшно, и она закричала. Если дело обстояло именно так, значит, маленькая Светлана не поняла, что произошло с ее матерью. Если даже в свой день рождения, спустя 3 с лишним месяца, ждала от нее подарка. Как бы там ни было, но в 6 лет у Светланы из родителей остался только отец. Иосиф Сталин любил дочь, и когда был дома или приезжал на дачу, находился все время рядом с ней. Не отходила от него и она. Он целовал ее, любовался, кормил из своей тарелки, выбирая кусочки получше. И еще он любил, чтобы Ситанка-хозяйка командовала им и его друзьями. Светлане тоже нравилось играть в эту игру, и она то и дело отправляла приказы секретарю Сталину и другим секретаришкам – Кагановичу, Молотову, Орджоникидзе. 21 октября 1934 года. Товарищу Сталину, секретарю номер 1. Приказ номер 4. Приказываю тебе взять меня с собой. Подпись «Ситанка-хозяйка». Печать. Подпись секретаря номер 1. Покоряюсь. Иосиф Сталин. Светлана приказывала секретарю Сталину ходить с ней в театры, в кино, катать на метро, отправлять ее на дачу. Жизнь продолжалась без мамы, и, казалось, Светлана не очень это замечала, что заставило отца даже как-то посетовать на то, что, дескать, сын и дочь очень быстро забыли мать. Однако это было не так. И я помню, я вошла вместе с нянечкой ее в ее комнату. Она сидела на диване и что-то делала с куклой. Марфа Пешкова, внучка писателя Максима Горького. Она выросла вместе со Светланой. Что-то у нее какие-то черные тряпочки лежали вокруг, и она что-то пыталась эту куклу в эти тряпочки одеть. Я как-то очень удивилась и спросила, я говорю, Светлана, а что это ты делаешь, почему ты кукле черное платье одеваешь? Она мне на это ответила, это мамино платье, мама умерла, и я хочу, чтобы кукла носила такое платье. Через год Светлана, как и все дети ее возраста, пошла в среднюю школу.
в ту самую, далеко не среднюю, а образцовую 25-ю школу в Старопименовском переулке, где к тому времени учился Василий и где учились все кремлевские дети. От Кремля до школы было рукой подать, поэтому на время учебы Светлана перебралась домой, в Кремль. На даче бывало только в выходные и на каникулах. Уход матери все больше сказывался на жизни дочери. Отец сменил даже кремлевскую квартиру. Жить там, где застрелилась его жена, он не мог. Новая квартира для жилья оказалась неудобной. Длинные комнаты, сводчатые потолки. К тому же и на взгляд Светланы все было очень мрачно. Изменилась и дача Зубалова. Исчезла ее любимая площадка в лесу, которую устраивала мать, с качелями и домиком Робинзона. Дома перекрашивались, исчезали старые вещи, кусты вырубались, взамен высаживались елки, песчаные дорожки заливались асфальтом, но главное – исчезали люди. Вся прислуга, тщательно отобранная когда-то Надеждой Аллилуевой, была заменена на не менее тщательно подобранную и проверенную, но теперь уже Народным комиссариатом внутренних дел. Вдруг все вокруг Светланы стало казенным. И мебель, и люди. И даже бабуся козыряла, шутя повару при встрече, и говорила: «Слушаюсь, вашество. Есть?» Или что-то в этом роде. Мало кто знает, что в Кремле, в Потешном дворце, до сих пор существует комната, в которой застрелилась Надежда Аллилуева. Настал момент, когда девочка заметила, что и все ее многочисленные родственники живут не очень дружно. Бабушка, например, часто ссорится с дедушкой. Во время такой ссоры вдруг крикнула Светлане: «Мать твоя дура была, дура!» Сколько раз ей говорила, но она не слушала меня, вот и поплатилась. Светлана заревела, крикнула: «Сама ты дура!» и побежала искать утешения у бабуси. Ко всему еще брат Яша ссорился с братом Васей. Яшина жена враждовала с бабушкой и дедушкой и так далее. Причем каждый хотел получить защиту Иосифа Сталина, для чего посылали Светлану с донесениями. Светлана наивно пыталась помочь и получала нагоняй. Что ты повторяешь все, что тебе скажут, как пустой барабан. Примерно так же закончилась и попытка Светланы заступиться за теток, которые за то, что, по словам Сталина, много знали, угодили в НКВД. «Прекрати адвокатствовать», — приказал отец, — «а то и тебя посажу». Однако Светлана не очень задумывалась в те годы, что означали слова отца. Ей было немногим больше 10 лет. Надо было учиться в школе. Она, в отличие от Василия, на которого жаловались педагоги, училась хорошо. Ее сочинение иногда вслух зачитывали классу, настолько оно замечательно было написано. И училась она на все пятерки, была одной из лучших учениц в классе всегда. Конец 30-х, начало 40-х годов было временем тревожным. Тут и террор внутри страны, и ожидание войны. Ко всем государственным и семейным неприятностям прибавляется еще одна – охлаждение отношений между дочерью и отцом. С одной стороны, он с каждым днем был все больше и больше занят. С другой, Светлана становилась самостоятельным человеком, получившим от отца упрямый и своенравный характер. Сталин живет один на своей новой ближней даче в Кунцево. Он еще иногда берет дочь с собой в МХАТ и в Большой театр, но все чаще и чаще выказывает свое недовольство дочерью. То вернул фотографию с надписью «У тебя наглое выражение лица». Раньше была скромность. Это привлекало. То вдруг в Сочи Сталину не понравилось, как дочь одета, и он крикнул ей в лицо: «Ты что голая ходишь?»
Светлана взрослела, и то, что ее романтический возраст пришелся на самое начало войны, не мешало ей думать о том, как она выглядит, кто и как на нее смотрит. Отец, не признававший никакой другой одежды, кроме полувоенного френча, выговаривал ей то по поводу слишком обтягивающего платья, то, как ему казалось, очень короткой юбки. Более того, Сталин в конце концов приказал сшить дочери платья и шаровары, закрывающие коленки. И Светлана, несмотря на внутренний протест, все-таки надевала их каждый раз, когда отправлялась к отцу. Девочка взрослела. В 1941 году ей исполнилось 15 лет. Наверное, во многих, даже очень высокопоставленных семьях имел место конфликт отцов и детей. Но конфликт дочери и Сталина – это отношение абсолютно уникальное. В начале войны Светлану эвакуируют в Куйбышев. Для нее и всех, кто приехал с ней, нашли особняк, бывший музей. В Куйбышев отправилась и вся политическая элита. Как и в Москве, Светлана ходила в школу с охранником, раздевалась в отдельной комнате, там же завтракала на большой перемене, там же отдыхала, отдельно от всех. Ее это раздражало. И вообще обстановка была такой, что некоторые учителя отказывались идти в класс к кремлевским детям. Светлана рвалась домой, благо самолеты часто летали в Москву. Но до 1942 года отец не разрешал ей возвращаться. В Куйбышеве жила и семья Василия. Там родился его первый сын. Брат уже начал пить и в свободное время не расставался с друзьями-собутыльниками. Однажды вся компания ввалилась в дом, где были беременная жена Василия, Галина Бурдонская, Светлана и ее подруга Марфа Пешкова. Подвыпивший муж упорно просил жену рассказать какой-то анекдот. Она также упорно отказывалась. Тогда он встал, подошел к ней и силой ее ударил. Настолько, что, слава богу, что рядом был диван, а она уже была, как говорится, на снастях. У нее вот вскоре уже родился ребенок первый. И она упала вот на этот диван. Но это был просто кошмар, ужас. Когда все это. Светлана тогда, я помню, и, так сказать, сказала: выйди вон немедленно. Вот он тогда, смутившись, в общем, всю свою команду забрал, и они все ушли. В Москву Светлана вернулась в 1942 году. Жили в Зубалово, во флигеле, потому что основной дом в 1941 году взорвали и теперь спешно строили новый. Того, материнского Зубалова, больше не существовало. Семья все больше расходилась, разбегалась. В июле 1941-го попал в плен ушедший на фронт Яков. Светлана странным образом предчувствовала то, что произошло с братом. Она как-то, да, тоже утром, она говорит: ты знаешь, очень странный сон мне приснился. Значит, как будто бы я на дереве вижу огромное гнездо. В гнезде сидит орел. И маленькие орлята там около него. И вдруг он берет одного орленка и выкидывает из гнезда. И он падает и разбивается. И тут же она мне говорит: ты знаешь, что-то случилось с Яшей. Вскоре последовал еще один удар. В одном из американских журналов Светлана прочитала статью о матери и только тогда узнала, что она застрелилась. Марфа Пешкова запомнила этот день. Я очень хорошо помню, она мне показала этот снимок. Там был снимок лежащей мать в гробу. Она никогда этого не видела. И где-то, так сказать, у нее еще, она точно не знала вообще о смерти матери, потому что тогда же было распространено, что она умерла от аппендицита, от неудачной операции или что-то вот в этом роде. Ну вот для нее это было тоже шоком. Все это, правда о смерти матери, плен брата, резкое охлаждение отношений с отцом, без сомнения повлияли на ее характер.
Друзья и знакомые отмечали, что к 17 годам Светлана превратилась в интересную, но несколько замкнутую девушку, в которой при внимательном взгляде можно было заметить поразительное сходство с ее знаменитым отцом. Иосиф Сталин с самого начала не принимал ее многочисленные романы. Подруга Светланы Сталиной, Марфа Пешкова. Когда она стала формироваться, когда она стала влюбляться, может быть, это была ревность, чисто, так сказать, вот такая отцовская, что она от него уходит. Так мне кажется. Потому что именно вот перелом их отношений начался с того, как у нее появились вот привязанности какие-то. В это время сестру под свое лихое крыло берет брат Василий. Он приглашает ее участвовать в вечеринках, которые часто проходят в Зубалово. Здесь музыка, шум, веселье. Молодые офицеры, писатели, актеры, спортсмены. Будто бы и не идет война. Здесь она впервые знакомится с добродушным толстяком, 40-летним Алексеем Каплером. Он уже тогда был знаменит и как писатель, и как сценарист. Именно он написал сценарии к фильмам «Ленин в октябре» и «Ленин в 18 году». Стоит ли говорить, что означало в то время авторство таких фильмов? А кроме этого, Люся Каплер, так называли его между собой друзья, был еще и знаменитым сердцеедом. Это была вечеринка, посвященная ноябрьским праздникам. На Светлане было ее первое взрослое нарядное платье. Каплер пригласил Светлану танцевать, и она приняла приглашение, сделав шаг навстречу. Этот маленький шажок был прыжком в совершенно новую взрослую жизнь. Они начинают встречаться. Каплер приносит Светлане книги, которых не было в библиотеке Сталина, показывает фильмы, которые не показывали вождям, критикует спектакли, которые хвалит газета «Правда». Каплер встречает ее после школы. Они гуляют по улицам, бродят в музеях. Но где бы они ни были, они ни на секунду не остаются одни. Светлана была охраняемым лицом, а значит, почти не бывала одна. Надо ли говорить о том, что отец о романе дочери с 40-летним мужчиной узнал одним из первых? Светлана по уши влюбилась в того, кого еще недавно называла добродушным толстяком. Настал момент, когда терпение отца лопнуло. Однажды в квартире Каплера раздался звонок. На другом конце провода грубый мужской голос произнес: «Каплер, перестань крутить мозги дочке Сталина. Будет плохо». Каплер серьезно к угрозе не отнесся. Следующий звонок, уже не телефонный, оказался более тревожным. Однажды Светлана в слезах рассказала Каплеру, что из-за свидания с ним она опоздала на день рождения к отцу. Это было уже слишком. Сталин шмякнул об пол тарелку с праздничным пирогом и накричал на дочь. Светлана хорошо его знала, поэтому бросилась к Каплеру, спасая его, умоляя исчезнуть из Москвы. Он послушался и уехал корреспондентом газеты «Правда», сначала в партизанский край, потом в Сталинград. Однако его отъезд не ослабил напряжение. Каплер продолжал играть с огнем. Свои послания дочке Сталина он стал публиковать в газете «Правда». Я помню, что Светлана вот эту газету как-то принесла в школу и показала мне. Она была очень взволнована, но я поняла, что это очень ей, так сказать, в общем, импонировало и нравилось. Потерявшая голову Светлана с надеждой и страхом ждала возвращения из Сталинграда лейтенанта Л. Именно так подписывал свои письма корреспондент «Правды» Алексей Каплер. А тот продолжал испытывать судьбу. Зачем взрослому известному писателю понадобилось так играть с огнем, не совсем понятно. А то, что он играет с огнем, Каплер прекрасно понимал. Объяснение может быть только одно. Люся Каплер действительно желал стать зятем Сталина.
Позже, рассказывая эту историю своим друзьям, он говорил о том, что Светлана в него была действительно влюблена, но о своих чувствах к ней не говорил ничего. После возвращения Каплера в Москву какое-то время по обоюдному согласию они не созванивались. Но потом Светлана не выдержала, и все закрутилось сначала. Прогулки, телефонные разговоры, долгие прощания. История закончилась в феврале 43-го года, в день, когда Светлане исполнилось 17 лет. Накануне Каплеру позвонил заместитель начальника охраны Сталина полковник Румянцев и настоятельно посоветовал уехать подальше от Москвы. Каплер послушал полковника и выбрал Ташкент. Там в это время снимался фильм «Она защищает Родину» по его сценарию. Светлана получила прощальное письмо, длинное и очень трогательное. В 17 лет мир рушится и от менее значимых событий. И она решилась на отчаянный шаг. После школы Светлана не пошла домой, а повела Каплера в пустую квартиру брата, предназначенную для встреч с друзьями. Сотрудник охраны, как всегда, был рядом, но в комнату не вошел. Остался сидеть в прихожей. Свою первую любовь Светлана бросилась целовать, так и не закрыв за собой дверь. Что доложил начальству прикрепленный Климов, можно только догадываться. Но утром следующего дня в комнату дочери вошел Сталин. «Мне все известно», — сказал он. «Твой Каплер — английский шпион. Я люблю его», — сказала Светлана. В этот день она получила первую в своей жизни пощечину. Тут война идет, а ты занимаешься... Легко понять, что сказал Сталин, частенько употреблявший ненормативную лексику. Но это было не все. «Ты посмотри на себя, кому ты нужна. У него же кругом бабы, дура», — сказал он, забрал письма Каплера и ушел в свой кабинет. Случилось это на следующий день после ее 17-летия. Так начиналась для Светланы взрослая жизнь. Вечером отец позвал Светлану к себе. Он рвал фотографии и письма Люси Каплера. «Писатель не умеет писать по-русски», — бубнил Сталин. «Уж не могла себе русского найти». Светлана отметила этот день как один из самых важных в своей жизни. Они с отцом стали чужими людьми. Когда случилась эта заваруха, значит, с Каплером... Владимир Аллилуев, племянник жены Иосифа Сталина, Надежды Аллилуевой. Когда всех оттуда выгнали, так сказать, вот, все получили по мозгам прилично, и Зубалова закрыли. По мозгам получили действительно здорово. Светлана была отлучена от любимого Зубалова, а Василий, познакомивший сестру с Каплером, схлопотал 10 суток карцера. В один из министерских санаториев отправились и бабушка с дедушкой, дали по мозгам и тем, кто находился в кремлевской квартире. Домоправительница Саша Никошидзе, шпионившая за Светланой, читавшая письма Каплера, была уволена. В июне 1943 года Светлана заканчивает школу и впервые за последние 3 месяца встречается с отцом, показывает ему свой аттестат зрелости и сообщает, что хочет пойти в МГУ на филфак. В литературу хочешь. Так и тянет тебя в эту богему, сказал Сталин. Разговор закончился тем, что Светлана поступила на исторический факультет. Но студенческие годы интересуют нас только как годы обретенной свободы, к которой так рвалась Светлана. Она настояла на том, чтобы отец снял охрану. Она хотела быть такой, как все. В это время Светлана постоянно меняла ухажеров, не зная, кому отдать предпочтение. Может быть, потому, что еще в школе влюбилась в Серго Берия. По-моему, не было девочки, которая бы тут же в него не влюбилась, потому что он был необыкновенно красив, он был очень хорошо воспитан. У них в доме была немка, которая, так сказать, с детства его воспитывала.
И был умный. Наверное, Серго Берия, как муж, для Светланы был бы той самой идеальной кандидатурой, которая устроила бы и родителей Серго, и отца Светланы. Сталин даже просил Нину Таймуразовну, жену Лаврентия Берия и мать Серго, присматривать за Светланой, что она с удовольствием и делала. И, скорее всего, свадьба случилась бы, если бы Серго не уехал учиться в Ленинград. Ну и тут вот, видимо, она не выдержала, так сказать, и быстренько вышла замуж. Так что в этом плане у нее темперамент был, так сказать, такой. А жизнь шла своим чередом. Любовь возникла между Марфой Пешковой и Серго Берия. Когда, значит, она узнала, что я собираюсь выйти замуж за Серго, то вот здесь она проявила, конечно, с моей точки зрения, себя очень нехорошо, потому что она, во-первых, прибежала к моей бабушке и сказала, что вы делаете, зачем вы Марфу хотите, значит, отпустить в этот страшный дом, ни в коем случае этого не делайте, я вас предупреждаю. Это было сказано моей бабушке. В этот же день она прибежала к Нине Таймуразовне, которой я уже раза два уже была у них в доме, познакомилась с ней. И ей она говорит, что вы делаете, ведь Марф больной человек, у нее с легкими очень плохо, она никогда вам не родит здоровых детей. Уже позже, когда Марфа Пешкова и Серго Берия стали мужем и женой, Светлана продолжала звонить, пытаться встретиться с Серго. Говорила, что ей с ним нужно что-то обязательно обсудить. Оставим без комментариев эти поступки молодой женщины, но заметим, что это было в ее характере. Как было в ее характере и странное поведение во время встречи со своей давней любовью Алексеем Каплером, состоявшейся через много лет после расставания. Впрочем, об этом и других проявлениях характера Светланы в следующем нашем фильме.